Здравствуйте, меня зовут Прокопьева Настя, я ученица 10 класса. Сегодня я вам расскажу о воинах-сунтарцах, призванных в 1941-1942 годах в архивных документах. Великая Отечественная война, самая кровавая война за всю историю человечества, отличалась неисчислимыми жертвами и разрушениями. В нашей стране практически не было семьи, в судьбе которых не оставила бы свои незаживающие раны эта проклятая война. За годы войны на защиту Отечества было призвано 62 091 якутян. Из сунтарского улуса в Великой Отечественной войне всего приняло участие 2756 человек, из которых 1664 воина пали на поле боя при защите Родины. Всего в 1941 году из Якутии было отправлено в армию 16 964 человек, в том числе из Сунтарского района 580 человек. Архивный документ, открывающий просвет о призыве 1941 года, был найден в Национальном архиве Республики Саха Местниковой Татьяны Ивановны. Фонд П-75, опись 9, дело 86, список военнообязанных районом. Это дело было начато 14 октября 1941 года и закончено 31 декабря того же года. В деле всего 58 листов. В этом списке всего 443 человек. Мы разобрали их по наслегам, проанализировали. Из этого списка на полях сражений погибли 126 солдат, вернулись с победой 119 человек, были в плену 17 солдат, и не до конца выяснена судьба 69 солдат. Поисковая работа над документом продолжается. Документ о призыве 1942 года обнаружен также Местниковой Татьяной Ивановной в Национальном архиве. Он опубликован в автоматизированной информационной системе ЭЛАР. Фонд Р-209, опись 13, дело 6, список военнообязанных, призванных в армию. Это дело начато 1 января 1942 года и окончено 31 декабря 1942 года. Всего в деле 17 листов. Документ заполнен на специальном бланке, рукописном, написан чернилами синего цвета. Также в данном документе отсутствует оборот 13 листа, из-за чего отсутствуют призывники с 441 по 469. Военнообязанные распределены по ротам и взводам, всего 7 рот и 18 взводов, всего по списку 590 человек. Большинство листов документа испорчены водой и читаются с трудом. Мы пока не разобрали этот документ, однако мы в нем нашли своих земляков-кемпендяйцев. Их всего в списке 12 человек. Имеющиеся в списке кемпендяйцев — это Алексеев Егор Федорович, Алексеев Петр Федорович, Сыроватский Георгий Митрофанович. Имеющиеся в книге памяти улуса Садаев Алексей Николаевич, Егоров Григорий Еремеевич, Тимофеев Константин Иванович, Генеров Дмитрий Иванович, Матвеев Дмитрий Михайлович, Варов Михаил Егорович. Не найденные в книге памяти улуса Наговицын Михаил Иванович, Куклин Павел Ефимович и Афанасьев Григорий. Работа над документом будет продолжена. Выполнив эту работу, мы пришли к заключению, что в этой самой кровавой войне было призвано множество людей. Более 600 наших земляков были отправлены в 1941 году. Поисковая работа проведена в фондах Национального архива Республики Саха-Якутии. Там обнаружены несколько документов, освещающих происхождение призыва в Красную армию в 1941-1942 годах. Первый документ имеется в фонде П-75, опись 9, дело 86, список военнообязанных районов. Из этого списка на полях сражений погибли 126 солдат, вернулись с победой 119 человек, были в плену 17 солдат, из которых вернулся только Филиппов Алексей Васильевич из села Шея. Не до конца выяснена судьба 69 солдат. Поисковая работа над документом продолжается. Второй документ отложен в фонде Р-209, опись 13, дело 6, список военнообязанных, призванных в армию. Военнообязанные распределены по ротам и взводам.
Мы пока не разобрали этот документ, однако мы в нем нашли своих земляков-кемпингдайцев. Их всего в списке 12 человек. Наша поисковая работа будет продолжена. Спасибо за внимание.